После январских событий в Казахстане режим Токаева аннулирует любые упоминания о Нурсултане Назарбаеве в законодательстве страны и проводит конституционную реформу. Историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции, считает рабочая группа по поправкам в Конституцию Казахстана. В ходе реформы из основного закона Казахстана планируется полностью исключить все нормы о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, его статусе и полномочиях, сообщил 4 мая член рабочей группы по поправкам в Конституцию Марат Башимов. Кроме того, в Конституцию Казахстана планируют внести 56 поправок к 33 статьям. На их основании будут внесены изменения в 20 законах. Поправки, подготовленные рабочей группой, включают восстановление упраздненного в 1995 году Конституционного суда, запрет президенту быть членом политической партии, а его родственникам занимать высокие политические должности и должности в квазигосударственном секторе, изменения в составе и деятельности парламента, избирательной системы, в вопросах регистрации политических партий, в запрете смертной казни и права собственности на землю. Уважаемые делегаты съезда, вы знаете, что чуть больше месяца назад в послании... Эксперты отмечают, что данные поправки, очевидно, приняты в популистских целях. Внесение изменений в Конституцию является обычным явлением для стран Центральной Азии, где один назначенный русским колонизатором диктатор сменяет другого, каждый раз подгоняя основной закон под себя. Очень важный момент – это соглашение в области образования. Согласен. Филиалы ведущих российских вузов, там вот ваш знаменитый физтех, НТТИ, Бауманское училище.